В ходе совещания глава Ингушетии подчеркнул, что если к людям, проживающим на территории сельского поселения Вознесеновская, юридических претензий нет, значит нужно обеспечивать их всеми необходимыми условиями, коммуникациями. В первую очередь возобновить снабжение водой, тем более все объекты социальной инфраструктуры, больница, школы, детский сад и ясли продолжают работать. Крайних никого нет. Людей воды нет, да, а ответственных никого нет. Людям надо объяснить. Вот у нас, когда не бывает воды в емкости около Южного, безответственный человек, который не говорит, когда минимально, когда надо докачать, чтобы она не ушла на дно. Нельзя разве это отрегулировать? Можно, конечно. Насколько хватает 1000 кубов этих? По отбору воды населенных пунктов оттуда. Сколько оттуда на населенных пунктов питаются? Там у нас... В следующий раз, сколько мне конкретно говорите населенных пунктов, домов, значит, жителей, школ, детских садов, сколько там питается в сутки, сколько уходит оттуда воды? Там около 400 кубов нам вода нужна, там 2 детских. Ежедневно? Да. Да. Значит, 400 кубов, значит, до половины почти доходит. Да. Значит, через день туда надо докачивать 500 кубов. Да, обязательно. Пока вы не дойдете до самой сути, пока вы не найдете ответственных, конкретных. Если он специалист, значит, поддержите его. Если он ненадлежаще исполняет обязанности свои, освобождайте место, берите другого специалиста. Но эту ситуацию надо знать. Мне нужен проект, мне нужны все расчеты, и деньги я вам найду. Только мне срок надо сказать. Ты мне в следующий раз за срок такой-то возьмем. Теперь новые технологии, вот за этим проследите, а деньги я вам найду. Но вы мне должны сказать конкретно, сейчас, вот насколько, 2 месяца будет делать, это делать, движки мы найдем. Трубу, значит, эту найдем и емкость там поставим, в Вознесеновке. Вот это все рассчитайте мне. За какой период? Вот за какой период там будет вода. И ни один человек там не должен без воды быть. Понимаешь ты? От того, что там они уехали, не хотели уехать, квартиру они там продали или не захотели, это не наше. Но если у вас нет претензий, юридической претензии нет, человек не виновен. Просто вот эти разговоры, там нельзя хаять всех людей, а ишбарыш махалцы бош, ацебол хош, да квартирыш, хациечиш, та хаица, ех, йобага, мудут, хозметик миис. Тем более у нас там больница, у нас там школа. Также речь в ходе беседы зашла об этапах возрождения селения Датых. Здесь уже построена насосная станция мощностью 55 кубометров в сутки и резервуар объемом 100 кубометров. В рамках реализации национального проекта «Экология» ведется также дальнейшая работа по наладке водоснабжения. Планируется строительство дороги в 2021-2022 годах. Обсуждается восстановление 18-километрового газопровода. Налаживается в селе и социальная жизнь. Этим летом на территории поселения планируется проведение молодежного туристического слета «Датых-2020», который предполагает соревнования по спортивному ориентированию на местности, преодоление препятствий, мастер-классов по верховой езде, туристического лагеря и других активностей. Помимо рассмотрения перспектив разработки скважин в Вежери-Юрт, участники рабочей встречи также обсудили результаты исполнения поручений главы республики, данных им по итогам поездки в отдаленные поселения, крайней северной населенной точки Ингушетии и общения с сельчанами. Так завершено строительство 12-километровой автодороги Малгобек-Вежери-Юрт. По словам представителей муниципалитетов, обновление дорожного полотна, кроме очевидного повышения комфорта передвижения, привело к снижению тарифов таксопарков, обслуживающих район. Все эти села, они у нас очень красивые, люди там очень добрые и красивые. Значит, надо Вознесеновку, Датых, Вежери. Вот следующий год мы там школу построим. И у нас люди, если будет дорога в Датых, там прекрасные места,
Там они будут и строиться, и можно там сельскохозяйством, скотоводством заниматься, овцеводством заниматься можно. Много чего там есть по дороге. По дороге? Что сказал? Он сказал, в 2021 году я проложу дорогу. Хаматханов. Значит, записывай это. Он тебе, чтобы докладную написал, бюджет заложил. Газ, вот 18 километров, за 2 месяца, он сказал, восстановить это. Важные вещи. Вот в Вижери, сейчас мы дорогу сделали, да? Я туда выйду. Обязательно, потому что ехал я туда 1,5 часа, почти 2. А сейчас, я думаю, там 20 минут не надо ехать даже, да? Мне в следующий раз нужны конкретные предложения, конкретные лица, кто за это отвечает, и сроки их исполнения. Тогда же был поднят вопрос выделения земельного массива жителям Подпастбища и Сенокосы. Силами региональных Минсельхоза и Минимущества запрос на предоставление указанных площадей удовлетворен, за исключением 20 гектаров, принадлежащих крестьянско-фермерскому хозяйству. Вопрос о выделении фермеру равнозначного земельного участка в другом месте прорабатывается. Хадис Добреева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиева, Рахман Цуров, Новости 24.